Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. На сегодняшней сессии депутаты приняли законопроект о внесении изменений в закон Республики Южная Осетия о государственном бюджете на 2022 год. Деятельность, направленная на развитие осетинского литературного языка. В Госуниверситете отметили 95-летие литературного журнала «Фидивек». Зрелищные номера, бурные овации, восхищенный зритель. В столице при полном аншлаге прошел концерт Государственного академического ансамбля танца «Алан». На сегодняшней сессии парламентарии рассмотрели проект закона о внесении изменений в закон о госбюджете на 2022 год. Принят закон о внесении изменений в закон об образовании. Также депутатский корпус запросил информацию о том, как исполнительная власть решает вопрос совместителей. Тему продолжит Стелла Бяцрова. Депутаты единогласно поддержали обращение Палаты Федерального собрания Российской Федерации к парламентам стран мира. В обращении говорится о необходимости укрепления режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия, а также об их уничтожении. Палата Федерального собрания Российской Федерации выражает крайнюю озабоченность в связи с обострением рисков для биологической безопасности населения всех, без исключения стран мира. В недалеком прошлом цивилизация уже сталкивалась с последствиями безответственного обращения с опасными биоагентами. Опубликованные научные исследования, свидетельствующие о возможном искусственном происхождении новой коронавирусной инфекции COVID-19, ставшей причиной смертоносной пандемии, со всей очевидностью подтверждают критический характер подобного рода риска и угроз для человечества. Депутаты рассмотрели проект закона о внесении изменений в закон о госбюджете на 2022 год. Изменения касаются повышения денежного содержания и других социальных выплат военнослужащим Министерства обороны, сотрудникам КГБ, службы внешней разведки, МЧС и сотрудникам таможенного комитета. Кроме того, увеличивается ассигнование Министерства здравоохранения на оплату труда для сотрудников РМНЦ. Также вносятся изменения в инвестиционную программу согласно вышеуказанному решению сопредседателя межправкомиссии. Увеличивается доходная часть, в частности, в связи с фактическим исполнением бюджета по итогам 10 месяцев. Общее увеличение составляет 97 миллионов 119 тысяч рублей. И таким образом доходы государственного бюджета составят 9 миллиардов 307 миллионов 53 тысячи рублей, а расходы составят 10 миллиардов 56 миллионов 154 тысячи рублей. Вице-спикер парламента Александр Плеев вынес на сессию проект закона о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу и их семей. В ходе обсуждения возникли вопросы касательно финансовой части, поэтому закон принят пока в первом чтении. Я очень хотел бы, чтобы вы еще раз проработали этот вопрос, чтобы в окончательном чтении, когда приняли, у нас все получилось. Спасибо. В ходе сессии был также принят закон о внесении изменений в закон Республики Южная Осетия об образовании. Далее парламентарии перешли на обсуждение вопросов в разделе «Разные». Многие проблемные вопросы вынужденных переселенцев стоят на повестке долгие годы и со стороны государства никак не решаются. Депутат Давид Санакоев предложил создать парламентскую комиссию по вопросам беженцев. У нас есть закон о беженцах, который принимался в 1999 году. И на сегодняшний день, к сожалению, нормы этого закона в этой части тоже не исполняются. Этот вопрос был обозначен ко всем фракциям. Этот вопрос ставился не сегодня, не месяц назад, это уже прошло, наверное, около 8 месяцев точно прошло. Я хотел бы, чтобы мы отреагировали на заявление вот этой группы беженцев, которые просили создать комиссию. Депутаты также предложили рассмотреть вопрос о внесении в категорию льготников семей военнослужащих и добровольцев, находящихся в зоне специальной военной операции, и закрыть имеющиеся кредиты, задолженности по электричеству семьям погибших в ходе СВО. Все депутаты единогласно поддержали данные предложения и поручили правительству рассмотреть вопросы в ближайшее время. Стелла Бяцрова, Алим Бетеев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня.
Двум обвиняемым по факту смерти Инала Джабиева изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на подписку о невыезде в связи с истечением сроков содержания под стражей, сообщает Генеральная прокуратура. Они находились под стражей с 2020 года после того, как в конце августа в здании криминальной милиции МВД Южной Осетии в ходе допроса скончался житель Цхинвала Инал Джабиев. По поручению президента Алана Гаглоева уголовное дело из Цхинвальского городского суда возвращено в Генеральную прокуратуру республики для установления всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе расследования уголовного дела по факту смерти Инала Джабиева изменена мера пресечения в виде заключения под стражу обвиняемым Алану Багаеву и Ацамазу Зунаньеву на подписку о невыезде в связи с истечением сроков содержания под стражей. Для достижения заветного желания идею проведения природного газа за счет собственных средств поддержало большинство жителей поселка Адзау. В этом нужном вопросе содействие населению оказало руководство районной администрации. А это значит, что часть жителей этой зимой для обогрева домов будут использовать голубое топливо, что значительно практичнее. Анжела Кокоева подробнее. У Изеты Цхавребовой настоящий праздник. В ее доме наконец-то появился природный газ. Она так же, как и другие жители поселка Адзау, изъявила желание принять участие в процессе строительства новой линии газопровода. До проведения голубого топлива для отопления дома и приготовления пищи использовали электрические приборы и дрова. Сейчас газ во многом улучшит условия проживания и в то же время семья сэкономит расходы. Большое спасибо. Я очень довольна. Штырбузник мазаган фанде, жау администрация хистер тебелте вондан, штырбузник се ньювелдар. Несмотря на то, что основная газопроводная линия проходит через Заузский район, сельчане не имели возможности им воспользоваться. Идею провести к себе газ за свой счет и жить в комфортных современных условиях поддержало большинство жителей. Воплотить идею в реальность жителям помогло руководство районной администрации. Работы по газификации завершились в левобережной части района. По словам главы районной администрации Ванды Тибиловой, можно с уверенностью сказать, что зимой часть жителей будет отапливать дома природным газом. От магистральной газопроводной линии Дзуариков-Цхинвал новые сети в села проводятся по инициативе самих жителей, которые коллективно собирают деньги на расходы и подают заявку в районную администрацию, где им по возможности оказывают помощь. Анжела Кокоева, Зауру Стаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Сегодня в Юго-Осетинском научно-исследовательском институте открылась международная научная конференция «Гаглоевские чтения», посвященная столетию со дня рождения прославленного ученого-этнографа, доктора исторических наук Зинаиды Гаглоевой. Были представлены 6 докладов, посвященные вопросам этнологии осетин. Подробнее о ходе конференции расскажет Эльвира Тибилова. Зинаида Гаглоева – автор сотни фундаментальных научных трудов и нескольких десятков изданий. На выставке, организованной научно-исследовательским институтом имени Захария Ванеева, в рамках юбилейных мероприятий были представлены труды этнографа, издания книг и научные публикации. Директор института Роберт Гаглоев является родным племянником Зинаиды Давидовны. Именно по ее совету я стал профессиональным археологом. Именно следуя ее советам я кое-чего достиг и в науке, найдя свою нишу и в обществе. Конечно, мне с одной стороны очень приятно сегодня говорить о ней, а с другой стороны трудно говорить о ней в прошедшем времени, так как легче было бы говорить о ней только как о человеке более 50 лет работающей в нашем институте, но я буду вынужден говорить про работающие в нашем институте. О человеке стойких убеждений, наставнике, интернационалисте, имеющие друзей и товарищей от Эстонии до Туркменистана, поддерживающие научные контакты от Узбекистана с научными центрами до Египта и Сирии, члена Советов под защитом докторских диссертаций в Грузии, Армении, в Институте этнографии Академии наук
СССР. В рамках мероприятий состоялась международная научная конференция «Гаглоевские чтения». О жизни и творчестве первой женщины Осетии, доктора наук, рассказала кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории и этнологии института Аза Кокоева. Вся жизнь Зинаиды Давыдовны была связана с институтом, с научным миром. Зинаида Давыдовна представляла славную плеяду женщин Осетии, посвятившие свою жизнь науке. Вклад, внесенный Зинаидой Давыдовной Гаглоевой в развитие этнографического исследования, довольно весом. Своими многочисленными трудами, активной общественно-педагогической деятельностью она снискала большую любовь и уважение многочисленных коллег, а также общественности всей республики. В рамках гаглоевских чтений были представлены и несколько интересных научных докладов, посвященных вопросам нартиады, реставрации исторических памятников, влиянию геральдических традиций аланских королей. Кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств Республики Южная Осетия Маргарита Плиева представила доклад на тему деятельности Махарбега Туганова и Бориса Галаева как ученых-этнографов, подготовленный по материалам публикаций Гаглоевой. С их именами связан сложнейший период истории и становления как остинского профессионального искусства, так и этнографии. Их труд этнографов, ученых имел и имеет неоценимое значение. Из письма Энвера Туганова, хранящегося в Доме-музее Галати. Махарбек знал Галаева еще мальчиков. Махарбек был студентом в Петербурге, а Галаев выступал с танцами на кавказских вечерах. Потом встретились они в Баку, когда Галаев работал в азербайджанском кооперативе. К столетней дате фондом имени Бориса Галаева был издан юбилейный альбом фото и документальных материалов о жизни и научном пути ученого-этнографа. В рамках юбилейных мероприятий на стене кабинета Зинаиды Гаглоевой была установлена памятная табличка. Эльвира Тибилова, Заур Устаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. В Госуниверситете накануне отметили 95-летие литературного журнала «Фидивак». В торжественном мероприятии приняли участие представители руководства Южной Осетии, депутаты, гости из Северной Осетии, Алании, писатели и общественность республики. Отмечены неоценимый вклад журнала в национальную литературу и работа, направленная на развитие осетинского языка в целом. Национальный журнал Южной Осетии отметил юбилей Фидивагу 95. Поздравляли коллектив старейшего издания с почти вековым юбилеем представители правительства и парламента, творческой и научной интеллигенции. Журналдар, сравшкотой, сабурши девисоростойшамай, сарастайте, растаджа, хусаристона, почахутон, педагогический институт. Перентомана казахана карам предоставил дашамай, буздакана хастазахам нели фичок дардаван, дакорда, шакускам тавитахай. Журнал печатает лучшие произведения осетинских писателей. У истоков создания Фидивага стояли такие известные личности осетинской литературы, как Арсен Коцоев, Чермин Беджизата, Резо Чочиев. Первым редактором был Арон Юрданович Плиев. Около 30 лет журнал возглавлял лауреат премии Кустахи Тагурова и национальной премии Яблоко Нартов Гирсан Кудалаев. Заместитель главного редактора Алан Устаева отметил его вклад в развитие журнала. Buznek uliga soday mogan fasagens fala zanat tomsen gabayit udalat girsanan zahanka buznek наваза мастахатсад уже журналы маленькие набохтовит хай. Вклад журнала в национальную литературу неоценим, отметила в своем выступлении замглавы администрации президента Анна Чочиева. Журнал Фидивак, вот амау культура, зонат, ама рухсадун бдакта парохот генек. Канд хистер карфишчетана, فلا ليتراتورة ما في الجاق شاف تشي كوتا ودون خستر واش مستدر رخص دوي جورنال فرش فاستدر ودون بيرة تسيست نومجد فشتا سيخسن ما ورزم در بويت خاجت تاي مرازمة كوزات إسيدور جورنالان عرفة كانن فيديو أجرايستا يخي مشتر خس راشد دارفندا و زافندا
وی آکت در ود یا آدمی ما زنجینات در اما شین در. Анна Чочьева зачитала поздравительный адрес от имени главы государства Алана Гаглоева. Арфе автожирдавы. Абун мах шефиди вага наваш фенджам азун юбилейны санканам. ومن جفگارست یلکت ایران آدم راست ایران افزاج راست زردل داری ناگوی در اما ایران آدم وارزون در فشته بیره و دست نپاچه خواده بندور ورجه تخسن زه قصدک آیوادون اما بادریوتون فار ماکو بایس ست ویتا بیره برشیو سماخای کنگم. Редакцию читателей журнала с юбилеем поздравила известная поэтесса, член Союза писателей России Ольга Чехоева. Фидиваджа журнал цастарух суиран. Сарыстырыдысты нәсуме фәлтәр. Ухуссар фарсиран. Я журнал харзивек. Евейнен көк ахы. Изнактан сацаст. Главный редактор журнала Нелли Гугичаева отметила, коллектив издания будет работать над тем, чтобы аудитория журнала расширялась. Своими яркими выступлениями мероприятие украсили звезды югостинской эстрады. Наш телеканал присоединяется к поздравлениям. Желаем коллективу старейшего журнала «Фидивак» больших тиражей и процветания. На сцене Государственного драматического театра прошел концерт Северостинского государственного драматического ансамбля танца «Алан». Артисты представили двухчасовую программу. Зал был переполнен, а бурные овации, сопровождающие каждый номер, говорили о незабываемых эмоциях. Праздник удался. О нем нам расскажет Марьяна Чучьева. В столице Южной Осетии при полном аншлаге прошел концерт Государственного академического ансамбля танца «Алан». Переполненный зал, громкие овации, разнообразный репертуар. Лучшие образы осетинского народного творчества вызывают особый интерес зрителя любой нации. Широкий репертуар уникальных танцев был представлен на суд юго-осетинского зрителя. Как отметил солист ансамбля Сослан Мамиев, к концерту в Цхинвале готовились с особым трепетом. كوزن كافت تيمبول شدستان يرستون يا نخايما ما يرستون فلدرات كان كافت تاني كي ما نخيش تكوتون за можно за хамовта дуахот тunda нахозда. Симд, дошедший до нас с древнейших времен от наших предков. Различные хореографические композиции, лезгинский танец, аварский девичий перепляс, постановка поединок, темпераментный мужской горский, армянский девичий танец. Репертуар ансамбля был разнообразным и покорил весь зал Государственного драматического театра. Каждый танец – настоящая театрализованная постановка. Он таит свою историю, нашептывая ее зрителю, при этом оставляя место и для воображения. Мероприятие было организовано Министерством культуры Республики Южная Осетия. От лица министерства, спикера парламента Алана Алборова и государственного ансамбля песни и танца «Симд» ансамблю «Алан» были вручены корзины цветов. Овации не стихали еще долгое время. По окончании концерта зал аплодировал стоя. Зрители оценивали мастерство артистов, хореографический рисунок танцев и постановок, принимающих современные формы. Они отмечали, что этот концерт привнес радость и разнообразие в общественную жизнь республики. Нам очень особенно понравился танец «Симд». «Симд» – одно из ярких проявлений богатейшего танцевального творчества осетинского народа.
В нем слышится то легкое дуновение ветерка, то бурный гул стремительного горного потока. А это было здесь, точно в этом Симде. Очень мне понравилась лезгинка. Очень, в общем, девичий танец. Это необыкновенно плавный, очень красивейший танец. Мне очень понравилось. Сегодня я пришла на концерт, потому что я сама давно танцую, я всегда любила танцевать. И, конечно, мне было в удовольствие посмотреть на этот концерт. Хочу сказать им огромное спасибо, что приехали и порадовали нас. Большое спасибо. Было очень все красиво, было идеально все. Художественный руководитель ансамбля, народный артист России Зелимхан Козаев отметил, что приезжает в Южную Осетию с большой радостью. Он также подчеркнул, что помнит эту сцену с давних времен, и в прошлом она не была такой прекрасной. Художественный руководитель госансамбля «Симд» Сергей Кочиев дал свою профессиональную оценку выступлению североосетинских коллег. Хорошо показали себя ансамбль «Алан». Но я знаю, что они не показали себя во всей красе, так как уровень их выше, чем то, что сегодня они у нас показали. Тем не менее, они достаточно хорошо показались у нас. Зрителю понравилось, как мы увидели. Аплодисменты были громкими. Хочется подчеркнуть, что у них отличная музыка. Оркестр мне особенно понравился. Нравится их номер Игорь Чабанов. Особенно Игорь Чабанов. Коллектив ансамбля «Алан» регулярно гастролирует и покоряет зарубежных зрителей своим профессионализмом, мастерством и темпераментным исполнением танцев. Талантливые мастера хореографического искусства раскрывают и позволяют зрителю понять душу национальных кавказских танцев на различных танцевальных площадках всего мира. Марианна Чочиева, Аида Кочиева, Рауль Кочиев, Сармат Гузетаева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике переменная облачность. В Знаурском районе днем плюс 6, ночью плюс 2. В Заурском районе днем 5 градусов тепла, ночью минус 1. В городе Квайса дождь со снегом, днем плюс 5, ночью нулевая температура. В Ленигорском районе днем плюс 5, ночью плюс 1. Столица республики в Цхинвале днем плюс 6, ночью 2 градуса тепла. На этом наша программа подошла к концу. Я, Ирина Джуева, желаю вам всего доброго и до свидания.